Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. Коучинг, менторство, наставничество. Можно запутаться в бесконечных инфоуслугах, которые стали неотъемлемой частью нашей современной жизни. Успешный успех, деньги, женское счастье, саморазвитие, процветание бизнеса предлагают в социальных сетях и, самое главное, пользуются немалым спросом. Давайте разберемся, что есть инфо-цыганство и где реально полезные услуги. Что нужно учитывать, если мы хотим воспользоваться такими услугами. Обсудим с гостями в студии. Ну, хотелось бы начать с истоков. Вот это вот понятие наставничества, просвещения, менторства, коучинга, да, когда оно появилось и почему именно сейчас переживает вот такой вот бум-подъем. Кто начнет? Смотрите, по идее наставничество, оно было всегда. Да? Наверное, тот, кто придумал огонь, учил другого кого-то также добывать огонь. И почему наставничество сейчас так популярно? Потому что мы все больше ценим наше время. И вот купить чей-то опыт и чьи-то знания, применить их у себя и получить результаты гораздо удобнее, я считаю, чем набивать шишки, идти как ежик в тумане. И поэтому именно я думаю, что сейчас наставничество и переживает такой бум. Я хотела бы еще туда добавить, сейчас эпоха, когда очень быстро все меняется. То есть правила игры, правила жизни быстро очень меняются, да? И не все успевают за ним погнаться. Жить, как говорится, все счастливо, ну, например, да, для души счастливо, для тела комфортно, все мы хотим. И поэтому люди смотрят за теми успешными людьми, которые смогли найти, адаптироваться вот, в нынешних реалиях. И поэтому у них пытаются понять, да, как они, что они там думают, что, почему у меня не получается, а у них получается. Значит, они как-то по-другому думают. Ага. И почему бы мне от них не взять опыт? Да? Ага. Ну, к этому. Это тоже имеет отношение вот к тому, что сейчас стало популярно. У меня тоже есть гипотеза. Когда в 99-м я получила диплом психолога, здесь про психологию никто не знал. В 2011-м, когда я стала коучем, тоже про коучинг никто не знал, да? А сейчас этот вот переживает бум, потому что у людей, мне кажется, появилось доверие. Что сейчас профессионалов стало больше, люди получают результаты, про это делятся, и поэтому, ну и время сейчас такое, социально-экономическая нестабильность, и, конечно, людям нужна какая-то опора, они хотят вернуть себе вот это чувство контроля, стабильности, поэтому они обращаются к таким специалистам, как мы. Рита, вы что думаете? Ну, я соглашусь с коллегами, потому что действительно в первую очередь человек идет к наставнику за тем опытом, который наставник дает, да, передает, скажем так, своему слушателю, потребителю. Уже это можно так назвать, потому что в основном тема наставничества, коучинга, она перешла уже в онлайн-формат, и как оно стало такой полноценной онлайн-услугой. И в первую очередь, о чем не стоит забывать, это о том, что все-таки есть основные правила, которые требуется соблюдать. И соблюдать эти правила надо как и со стороны потребителя, так и со стороны того лица, который, ну, как оказывает услуги именно наставника. Вот я все-таки хотела бы сделать акцент на этом. А вот почему столько терминов? Коуч, наставник, ментор, тренер, консультант. Ведь по сути же это одно и то же. Нет, это разные. Мы все такие, да? Все такие разные. Так, значит, давайте, кто здесь наставники? Я. Наставники. Кто здесь коуч? Я. Кто здесь консультант? Консультант я. И я Ага. Так, теперь объясняйте, чем вы друг от друга отличаетесь. Я скажу, консультант это конкретно по конкретной теме, допустим, по финансовой части, по маркетингу, консультирует именно по какой-то конкретной тематике. Это именно работа с процессом, если так посмотреть. А коуч это... Да, я скажу, да, вот, например, я психолог и коуч, да, мотиватор еще, да, 3 слова идут. Психолог – это я, если у человека там есть проблемы, значит, они приходят из прошлого, туда я заглядываю, какие там его психологические травмы в прошлом сейчас мешают ему сейчас добиться чего-то, да. А коуч – это наоборот, я добилась чего-то впереди, и я его уже подтягиваю к себе, к своему уровню. То есть психолог – это прошлое, коуч – это будущее. Мне кажется, вот коучинг, да? Коуч, наставник, ментор, там про то, кто здесь эксперт. Вот наставник, ментор, бизнес-консультант, они эксперты. То есть это люди как будто бы выше клиента.
да, они главнее. Я знаю, как тебе лучше, я знаю, как этот путь проходить, и я делюсь. Так. А в коучинге, как коуч и как психолог, тут партнерство на равных. Я не знаю, эксперт ты, клиент эксперт. Как ты хочешь? Ну, я немножко не согласна с этим, да? Да? Ага, то есть я как коуч, я экспертнее, чем мой клиент. Ага, и я его, не я за него прохожу, да, а я ему говорю путь, вот так, вот это нужно делать, чтобы дойти до моего уровня, да, то есть ты должен пройти вот эти этапы. Просто мы, видимо, с Пинбатровной из разных Да. коучинговых школ, Ага. потому что та школа, в которой я училась, это Международная федерация коучинга, она как раз именно про партнерство. Про то, что коуч на равных с клиентом. А ментор, вот то, что как А раз... подождите, а вы где учились? А? Вы где учились? Я в Москве тоже в коучинговых училась в школах. Нет, вот конкретно прозвучала Международная школа коучинга. Высоцкий консалтинг училась. А можно я добавлю? Просто вот как бы я это объяснила, если бы ко мне пришел мой наставляемый и спросил, а в чем разница? Я бы, вот, допустим, Ирина, вы обратились ко мне и спросили, вот у меня есть такая замечательная передача, и я хочу сделать ее успешной. Как коуч, у меня тоже есть сертификат коуча, Академия 5 призм, я бы спросила, Ирина, а что в вашем понимании такое, вот какая должна быть успешная передача в вашем понимании? Так, и вы бы сами сформировали успешная передача для меня, у которой хороший рейтинг, у которой много лояльных телезрителей. И вы бы это сформировали, и мы бы простроили путь туда. А как наставник я бы сказала, вот ты знаешь, я тоже вела передачу вот 3 года, и когда мы готовили вместе еду, у нас сразу повышались рейтинги. Это зрителям нравилось. А попробуйте сделать что-то такое. Вот я бы выходила уже из своего опыта и знаний, например. То есть коуч не обязательно должен быть профессионалом в той сфере, в которой да, к нему пришли за да, консультацией. да. Правильно я понимаю. Да. Есть еще менторы. Нет, подождите, а тогда в таком случае зачем мне коуч? Можно я скажу? Да. Вообще к коучу приходят люди, у которых все в порядке. Но они хотят от жизни большего, самореализоваться. А для того, чтобы реализоваться... А у без меня- коуча вот нельзя самореализоваться? Мне Ну, кажется... люди-то все разные, люди все разные, да, и как раз коуч, он помогает актуализировать вот эту творческую мыслительную способность человека самым наилучшим образом. То есть какие новые стратегии, да, какие новые парадигмы мышления ты можешь использовать для того, чтобы добиться вот этого результата. Посмотреть на суть с другой точки зрения. Да, Так, расширить. ну Да, смотрите, это тогда скорее какая-то индивидуальная работа, мы же про это говорим. Да. Да. А вот то, что вот на поток вот эти вот курсы, которые продаются по соцсетям, вот эти вот там купите у меня методичку, пройдите мои курсы за 2 недели, за 3 месяца, пройдете марафон, станете супер успешными. Вот это У меня- что? Я как автор тоже таких курсов, да, Ага. я их называю около коучинговые продукты. Это не коучинг, согласна, да, это инфопродукты. Это То есть какие- коучинг это все-таки индивидуальное Это сопровождение. индивидуальное сопровождение, и онлайн. групповой коучинг тоже может быть. Групповой коучинг тоже, Тоже может может быть. быть. Да. А вот когда ты на бумажке это делаешь, или просто говорящая голова проводит этот курс, там же нету контакта с человеком. Да? Это немножко другое. Нет, но Это- у вас же там вот эти... Я про себя, Вот например, онлайн-встреча, вот там в это время отвечаю на ваши вопросы. У вас там за дополнительные деньги есть возможность обратной связи, задать Там вопрос же- там- самому автору курсов. Там просто, когда настоящий коучинг, ты контрактуешься с клиентом. Ты контрактуешься, у тебя есть договор, да, есть запрос клиента, и конкретно мы договариваемся о том результате, который клиент хочет получить. И работа, вот эти последовательные сессии, например, там у меня пакет из 5 сессий, человек достигает этого результата. А когда это групповая, вот как онлайн, да, лекция, там же нету контракта, там просто есть какая-то общая тема, и по поводу общей темы мы говорим. Да, и там есть 50 инструментов, Да. и, может, 1-2 до тебя дойдет, и ты их применишь. Да. А вот, допустим, если говорить про вот такие массовые курсы, то там всегда есть премиум-пакет, где как раз-таки есть Вот, личное да, наставничество. Да, да. Все очень сложно, да. Потому что там идет индивидуальный подход уже. Ты уже знакомишься с Ирина не человеком. согласна. Нет, я просто так вот немножко в голове у себя укладываю. Ну, вот про бизнес-консультации мне все понятно. Ну, вот про консультации мне понятно. То есть там, у меня не хватает опыта в маркетинге или там, пиар, да, я иду к человеку, да, правильно? Да-да-да, всё верно. С чем опытом я согласна. Ну, то есть понятно, что для этого человек должен быть экспертом, действительно подтвержденным экспертом в своей теме. Вот. Да.
да, тогда я к нему обращаюсь за какой-то консультацией. Ну, я тоже, бывает, коллег консультирую по пиару, допустим, по рекламе, по маркетингу. Ну, не называя себя консультантом, но это, по сути, да, когда обращаются за своим опытом. Это я понимаю, это ясно. Вот с коучингом коуч немножко... тоже эксперт, да? Но он не говорит, что я эксперт. Он просто несет ответственность за какие-то вопросы, расширяющие сознание человека, да? Мы гарантируем... То есть эксперт по расширению сознания, так? Ну, это грубая формулировка, но пусть будет так. То, что вот Как Сарглана. Сарглана, то, что Сарглана когда начала, да, у каждого коуча есть тоже ученики, которые этого не добились. То есть коуч – это тот человек, который уже проторил эту дорогу. Он уже прошел эту дорогу. Он уже эксперт в этом. Вот я... Да, Нет, ну, просто из разных школ. ну, поэтому здесь, да. Я Я вот не вижу- очень понимаю, ну, смотрите, вот, ну, вот вы... Ну хорошо, в одном слове мы в коучинге долго застряли, да? Помимо этого есть еще менторы, есть кураторы. Ага. Ну, что такое куратор в университете, я понимаю, я там преподавала, Ага. преподаю. Это то же самое. А вот что Да, такое так же. куратор? Да, то же самое, так же. Куратор – это тот человек, который график обучения, технические части, да. Это часть команды. Да, часть команды. Это не обязательно, что сам эксперт. Он не Куратором, да. Куратор – это обычно наемный работник, сотрудник. Вот. То же самое, то, что как обычно в университете, в обучающих этих, делает те же работы. Там списки сверяет, чтобы все проходили обучение и не отставали от программы, напоминает о домашних заданиях. Нет, ну то есть я так понимаю, что вот Джилстан, вы на расширение сознания не претендуете. У вас вот чисто бизнес. Я здесь объясню, да, как я смотрю на все это, вот именно мужской взгляд на эти вещи. Да. Вот мы занимаемся именно бизнес-консалтингом, консультированием 5,5 лет. И в первые 3 года мы всегда обращали внимание на бизнес-процессы, маркетинг, управление, финансовую часть. Но у половины клиентов не было результатов. Потому что мы потом поняли, что бизнес-инструменты объясняем, как делать, но почему-то некоторые люди не делают. Потому что, оказывается, у них нет конкретных целей, что, куда, зачем. И они вообще застряли, они хотят этого, а потом боятся чего-то. И тогда нужно вот очень четко сформулировать цель. Допустим, у меня была на консультации девушка, которая зарабатывала 50 тысяч, а потом постепенно стала зарабатывать 300, 500, миллион и так далее. Но мы здесь просто сформулировали цель, зачем это ей, для чего. А можно же и без бизнеса это все делать. И при этом я понял, что когда даже бизнес-консультирование, все равно нужно быть чуть-чуть коучем-постановщиком целей. И иногда вот бизнес-инструментарий не работает. Но при этом коучинг – это вот взгляд на будущее, чего точно хочет человек, чтобы была душа, энергия. Но иногда человек застревает, почему-то не делает из-за прошлого. Там детские травмы, обиды, очень много таких вещей, в которых нужно копаться и уладить. Потому что если это не уладить, человек не растет. И вот это уровень психологии, скажем, да, а это вот коучинг, а как добиться, это уже консультирование, консалтинг, бизнес-процесс и так далее. И поэтому вот здесь все имеет место быть, как мне кажется, потому что это все друг друга заполняет. Это работа с человеком, чтобы он стал более эффективнее. Вот я так смотрю. Спасибо за ваше мнение. Обсудим после перерыва. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать инфобизнес или инфо-цыганство. Вот перед тем, как уйти на перерыв, Джилстан высказал такую интересную мысль о том, что прежде чем ставить перед собой цели вперед, нужно обязательно решить свои какие-то проблемы в прошлом, психологически. Тут мы ступаем на какую-то немножко вот такую грань, да, тонкую, потому что одно дело, ну вот понятные консультации по бизнес-процессам, по там чему-то такому, а другое дело вот позитивное сознание, чистка негативной энергии, вот там вот это вот все. Вот у нас просто не пришла одна гостья, которая обещала вычистить негативную энергию. Вот. Вот к этому как относиться? Рита, мне вот ваше мнение хотелось бы услышать. Все равно на это все нужно смотреть как на новый вид бизнеса.
потому что это все бизнес. И этот бизнес родился только благодаря тому, что есть спрос. То есть ко всему около волшебному нас приучают еще с детства. Это сказки, это какие-то мифы, сказания, вера в чудо, да, сотворение собственной мечты. И вот как раз тут многие путают постановку целей и создание собственных мечт. И вот когда мы говорим, даже как финансовый консультант, я более конкретно отношусь к этому, да, потому что я говорю о конкретных именно вещах, это о деньгах, о том, как человеку привести в порядок свой финансовый, свой финансовый бюджет, бюджет собственной семьи и так далее, да. Но вот эта сфера бизнеса, она зависит полностью от спроса. То есть здесь Спрос формирует предложение, вы хотите конечно, сказать? потому что здесь невозможно спорить, профессионал человек, непрофессионал человек, потому что в любом случае человек показывает, например, вот та же Кюнь Ботаровна, она собственным примером показывает, что она пришла к этой жизни вот за очень короткий период жизни, да, и собственной жизни, и собственным примером подает, допустим, своим слушателям, своим пользователям, подписчикам, подает пример такой, что вот я смогла, и вы сможете, то есть если вы хотите, вы можете, там, допустим, прийти, послушать и так далее, да, то есть она делится опытом. И тут спорить, профессионал этот человек или не профессионал, тут невозможно. Здесь нужно только сравнивать вот по количеству именно тех людей, которые пришли и заплатили, потому что это все-таки бизнес. И получили результат. Да, но тут получили результат, здесь уже дело личное каждого, потому что мы, когда идем в ВУЗ или в ПТУ, да, мы идем за дипломом. И как мы получаем этот диплом, тоже все по-разному, правильно? Кто-то учится с утра до ночи, да, кто-то не ходит вообще на занятия, кто-то выбирает там общественную работу и за счет этого получает хорошие оценки. То есть здесь абсолютно по-разному. И человек, когда выбирает то или иное направление, коучинг, менторство, там, обратиться к психологу, да, или обратиться к консультантам, он должен понимать, для чего это ему. И в первую очередь это не должно разниться ни с его внутренним состоянием, оно должно быть гармонично, и не должно разниться с его реальными возможностями, которыми он на данный момент владеет. Потому что, ну извините, брать кредит на то, чтобы в будущем у тебя там была достигнута какая-то цель, да, ну не знаю, голубая мечта, да, розовая мечта, возможно, неважно. Но брать кредит на это или не согласовывать со своими близкими какие-то действия, да, это очень, ну, на самом деле опасно. Потому что все, ну, что далеко ходить, все основные ссоры, которые происходят в семьях, они происходят на фоне вот как раз недопонимания внутри семьи. И как раз приходить вот к решению таких вот ментальных проблем, которые касаются психологии, касаются внутреннего развития, касаются саморазвития, там, допустим, чистки энергетики даже, да, если мы говорим об этом, то это должно быть согласовано. И эти действия, если человек соглашается, то он принимает эту услугу, он за нее платит. То, что это, ну, это услуга, это бизнес. Но вот что касается чистки энергетики там, и так далее, мне вот этот вот спрос напоминает немножко то, что было вот в 90-х годах, когда пошла вот эта мода на астрологов, экстрасенсов, когда там вот это вот родители наши, бабушки, дедушки воду там ставили, да, телевизором. Вот. И сейчас, по-моему, вот сознание то же самое, потому что самые читаемые... Значит, на тех же новостных сайтах там, уважаемых республиканских самый читаемый раздел – это гороскоп. Да. Вот, то есть просто когда намного смутные, выросло, чем 90-е годы. Когда какие-то наступают кризисные времена, человек возвращается каким-то образом вот к своему магическому сознанию, как это называется, да, и ищет вот, ну, какой-то поддержки извне. Ну, вот я только так это могу объяснить. К сожалению, да, но все равно хочется вот иногда разбудить в человеке вот его, ну, не знаю, там, какое-то материальное сознание, да, потому что сказать ему, что ты можешь, в принципе, сам это все найти, потому что, ну, часто мы говорим о таких вещах, даже я говорю на своих лекциях о финансовой грамотности, о тех вещах, которые есть в свободном доступе, то есть есть на официальных информационных ресурсах и так далее. Человек может самостоятельно зайти, сам прочитать, в принципе, ничего сложного там нет. Но с 2018 года я являюсь финансовым консультантом, тоже каждый год подтверждаю свою аккредитацию, да, то есть
есть я прохожу аттестацию ежегодно. И все равно есть у меня аудитория, которой эта тема интересна, и они, в принципе, почему-то приходят ко мне, но не идут самостоятельно изучать этот ресурс, который я им постоянно даю, да, потому что, ну, здесь все зависит все-таки от спроса. Ну вот я знаю, что... Я добавлю, да? еще? Да, Ага, да, я да, как да. психолог добавлю, да. У человека есть 3 состояния, да. Состояние ребенка, состояние взрослого и состояние родителя есть, да. Вот. И Есть такая теория. да, Эрика Бюрна, теория, транзактный анализ. И в основном у людей, вот когда человек встречает какую-то проблему в жизни, да, он впадает в состояние ребенка. А когда в состояние ребенка он впадает, у него опять же вот, могут триггернуть вот эти травмы детства или что-то, да, кто-то когда-то его там обидел или что-то, или его там напугали, и он всю жизнь уже чего-то вот боится, да, он боится принять для себя как взрослый взвешенное решение в жизни. И тут ему нужен кто-то, да, кто-то, который ему посоветует. Он ищет взрослого рядом с собой. Вот, да. Я, как, например, психолог, как вот мотиватор, я учу вот этой теории, да, людям, что у вас всю жизнь, вне зависимости, там, сколько тебе лет, 90 тебе лет или 70 лет, у тебя все равно внутренний ребенок будет. Но для этого достаточно прочитать книгу Эрика Бёрна «Игры, в которые играют люди», в которые играют игры, и не нужно быть психологом. То есть, как бы... Вот. Но, к сожалению, вот как Рита говорит, да, Маргарита говорит, не все идут читать книги. Здесь Это, еще... это даже связано не с этим, да, а со сложностью человеческой психики. Ты когда читаешь, вот люди же говорят, я все знаю, но я не делаю. Проблема же в этом. Ты все знаешь, но вот у нас есть внутренние психологические защиты. И они очень сильно мешают нам, да, мы сопротивляемся, прокрастинируем, у нас есть разные там синдромы, все, наверное, слышали, перфекциониста там и так далее. И мы находимся просто в таком параличе и не можем делать. И для этого нам нужен второй человек. Это который нам мотивирует, еще есть который- такая теория, тоже у человека, ну, в психологии есть понятие система 1 и система 2. Да? Система 1 – это то, что мы каждое утро просыпаемся, открываем глаза, идем чистить зубы, делаем, кто-то привык делать зарядку, да, там с самого раннего детства делать зарядку. То есть все наши привычные действия. Мы умеем ходить, мы идем, кто хорошо водит машину, садится за руль спокойно, он даже не задумывается о том, что ему что-то нужно сделать. То есть ничего сложного в этом нет. И это вот система 1, которая отвечает за вот такие простые, привычные для нас действия. И система 2, для которой требуется, например, человеку, чтобы что-то начать делать, ему нужно изучить. Вот все прям разложить по полочкам. Это все, что вот когда мы начинаем говорить о деньгах, вроде бы простой шаг, да, расход, доход, посчитай, разложи, все, ничего сложного. 2 действия абсолютно: посчитать и проанализировать. И тут уже человек становится в ступор, потому что постоянно хочется все упрощать. Нашему мозгу это хочется. Это даже не наше, мы, может быть, внутренне где-то в душе, да, в сердце хотим делать все, делать какие-то сложные Упрощение вещи. — это избегание сложных эмоций. Да, а мозг наш все упрощает. Он хочет просто, он не хочет, допустим, изучать самостоятельно, а вот пойти, допустим, к наставнику, чтобы расскажи мне, покажи мне, я пойду по инструкции, по гайду все сделаю, да, и распиши мои действия. А потом, когда не получается, он даже не хочет вникать, то есть он не проводит ни анализ, ничего, не анализирует, а начинает обвинять человека, который дал ему эту инструкцию, и сказал: ты мне неправильную инструкцию дал. То есть здесь вот в этом случае так. И вот в этом есть риск тоже вот этого именно инфобизнеса. Это как раз вот то... Вроде как и потребность, да, в этом всем, и в то же время какое-то непринятие. Непринятие, если отсутствует результат, конкретный результат. То есть человек хочет вот так: я заплатил, давай мне. То есть здесь уже вот это работает. И вот в этом случае как раз нужно говорить именно с построения данного бизнеса с законной точки зрения. То есть здесь я уже буду включаться как эксперт по безопасному интернету, да, потому что в основном информационный бизнес, он происходит именно внутри сети интернет. И здесь как раз, когда любой бизнес-наставник, коуч, ментор и так далее, когда он полностью предлагает открытый информативный продукт, в
котором все расписано, то есть все Давайте всё других полностью, участников да. тоже послушаем немножко, да? Вот, очень интересно говорите, но мне вот, Саргалана, наставник по личному бренду, вот что это означает, пожалуйста, расскажите мне. Ну вот как раз-таки мы сегодня здесь собрались, люди, которые все продаем свои услуги. У кого мы привыкли приобретать какие-то услуги? У того, кого мы знаем. И чтобы тебя знало как можно больше людей, да, каждый эксперт в наше время сейчас, если посмотреть там все блоги, соцсети, то каждый выстраивает свой личный бренд. Почему? Потому что человек всегда покупает у человека. Да, и если вот тут шла речь о том, что образ жизни может купить, знания, да, которые подтверждены определенными документами, и все мы это показываем как экспертов в соцсетях. Да, и вот наставник по личному бренду и по продажам. Можно подумать, что это чистый инструментарий, но о каких продажах и личном бренде может идти речь, когда у человека не выстроено, вот он элементарно не знает, кто он, что он предлагает, и вот мой весь трек, наставничество, он выстроен на то, что человек сначала работает внутри, и после того, как он собирает себя, он начинает уже продавать свои услуги и выстраивать свой личный бренд. А вот еще такой вопрос, должен ли бизнес-тренер быть сам успешным бизнесменом? Должен ли наставник по личному бренду сам обладать там полумиллионом подписчиков в соцсетях? Я считаю, что да. Должно Но быть, не да? полумиллиона, у меня полумиллиона нет, но у меня есть лояльные мои подписчики, у меня есть много учеников. Ну, сколько? 50 тысяч есть? Нет, 15 тысяч есть. 15. 15 900. Моих самых любимых, дорогих подписчиков, и всем им передаю привет. Вот, и я показываю то, что у меня есть лояльные подписчики, я показываю, что у меня есть ученики, я провожу конференции экспертные, и это все достраивает мой личный бренд и работает уже на мое имя. Поэтому я считаю, что у меня есть личный бренд, и мне есть что рассказать. Я хорошо продаю, и мне есть что рассказать. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать инфобизнес. И перед тем, как уйти на перерыв, затронули тему личного бренда и экспертности, собственно, самих коучей, менторов и так далее. И до этого еще говорили о том, что кто-то идет к этому, рассказывая там, своим примером, своим личным опытом. Просто так получилось, что я историю немного знаю. Да? Вот коротко, прям в 2 словах для зрителей. Расскажите, как вы К этому пришла? к этому пришли, да, как вы Да, мы владельцы да. творческой студии, Да, наши коллеги, мы, стали... Да, мы коллеги, я больше 20 лет работала в телевидении, в видеосфере. И получилось так, что да, я из-за того, что неправильно приняла решение, стала банкротом, осталась без жилья, без ничего, да. И встал вопрос, как из этого карабкаться. То есть я поняла, что дело все во мне. В моей психологии пошла, сперва поработала с собой, со своей психологией, да, в чем мои были ошибки в моем мышлении. Ага. И потом уже меня эта тема очень заинтересовала. Оказывается, там вообще уже с научной стороны уже посмотреть, если да, и со стороны еще эзотерики, если посмотреть, то вообще тема очень большая. Угу. И когда я уже сделала себя за короткий срок, да, буквально за 6 месяцев, свою жизнь, смогла решить свои проблемы. Смогла решить свои проблемы, и не только смогла еще решить проблемы, то еще смогла потом еще другим помочь, еще, оказывается, людям тоже это интересно, как это я за короткий срок смогла вот из этой ямы выйти, скажем, да, из ямы проблем, то тоже, как вот Рита говорит, это да, это спрос предложение. Я уже пошла обучаться, уже получила 2-е высшее образование как психолог, получила коуч, уже пошла потом уже курсы и постоянно уже сейчас прохожу тоже сама постоянно обучаюсь, то есть не стою на одном месте. Ну, то есть вот через какую-то... Через проблему, да. То есть через боль, боль. И про это ты открыто рассказываешь. Да, потому что... И люди за этим и идут, да? Да, потому что, искренность... оказывается, с такой болью не я одна. Если человек сам не рассказывает про свою боль, да, то и доверия нету.
То есть, ага, а тут, да, я могу спокойно рассказать про свои проблемы, что у меня что там было, потому что не все мы родом из СССР, как говорится, не все родились финансистами, не все родились в благополучных семьях. Многие тоже родились в многодетных семьях, где не хватало внимания детям, не хватало любви детям. Наташа, ой, Наташа, извините, Да. Кюн, Ага. ну, Да. простите. Нормально. Ага. Вот. Хотелось просто коротко услышать истории каждого, времени мало. Вот. Как вы с Иргалан к этой Так, я пришли? с 7 до 21 года я всю жизнь считала, что я буду балериной, но в 21 я оставила театр, училась на журналиста, затем училась на управленца, затем на психолога и затем на коуча. Ну, не знаете, что я училась и училась, ну и дальше, да. Я работала журналистом, я здесь работала телеведущей. Затем я начала выпускать свой продукт, это планеры авторские, которым в этом году будет уже 6 лет. И у меня была мысль, вот я делаю инструмент по самокоучингу для 1000 женщин. Но у меня нет диплома психолога, у меня нет сертификата коуча, да какое я право имею это делать? Вообще это выпускать. Я все это получила, я обучилась и, ну, закрыла, возможно, какие-то свои вопросы и их выпускаю, да, и вот сейчас именно то, что у меня есть и журналистское образование, то, что у меня есть психологическое и то, что я еще и коуч, сейчас как раз-таки это все я собрала в один продукт, в наставничество, которое вот сейчас этим я и занимаюсь. И вот как раз продажи и личный бренд получается. Здесь вот помогает. Ага, интересно. Я после школы сразу пошла на факультет психологии. В Санкт-Петербурге я обучалась. Потом приехала сюда и поступила работать у нас в СВФУ, кафедра психологии. Там отработала 21 год, ушла с должности заведующей кафедрой. В практике я с 2005 года, получается, да, а коучингу я обучилась в 2011 году, когда наш вуз стал федеральный, и я придумала проект мотивации преподавателей университета. Вот. Мне вообще стало очень интересна вся эта тема. То есть из завкафедры в практике? Да. Ага. Нурстан? У меня такая история. Я вот вырос в семье предпринимателей. И условно с 7 класса я вот работал в семейном бизнесе как продавец, грузчик, дворник и так далее. Я наблюдал там, сколько есть трудностей и проблем, там мотивация сотрудников, финансовые кассовые разрывы, то есть очень много было проблем. И осознанно вот пошел в экономический университет в Москве. Учился в Москве 6 лет на экономиста, и потом приехал и стал помогать родителям выстраивать бизнес-процессы. И на текущий момент у нас 100 человек коллектив, довольно большой бизнес в Вилюйском Улусе. И этот опыт, который у нас получился в Дальнем Улусе, я вот решил также консультировать для якутских предпринимателей в Якутске. Масштабировать. Да, и в итоге у нас сейчас довольно много клиентов и большой, и малый бизнес, и также мы в Казахстане сейчас открыли филиал. Очень спасибо, Рита. Так, ну, я пришла в финансовое консультирование именно с 2018 года, являюсь сотрудником банка. И тогда, когда я пришла на работу в банк, мое финансовое состояние, оно тоже, ну, как бы было таким не очень шатковалка, да, и поэтому тема финансовой грамотности меня очень заинтересовала. Когда нам предложили обучение, в принципе, я его прошла. Но и еще один момент, самый главный, который я пронесла через обучение, да, когда я начала изучать эти финансовые инструменты, финансовые методики и так далее, то моя задача, я поставила перед собой задачу рассказать об этом Большому количеству людей, чтобы каждый житель нашей республики узнал и мог себя обезопасить, мог улучшить свое качество собственной жизни и так далее. То есть, ну, я это делаю абсолютно бесплатно. У меня нет цели зарабатывать деньги, поэтому я являлась руководителем регионального центра, принимала участие в разработке региональных программ, сейчас являюсь экспертом во многих проектах, да, которые являются общественной инициативой и так далее. Ну, то есть мы сейчас все проговорили о необходимости образования, да, даже Иргалан сказала, как я могу выпускать продукт, если у меня нет соответствующего образования. Кюн Ботровна, значит, когда ей психологи помогли, пошла учиться тоже на психолога, да, то есть это все-таки нужно, не имея образования, не имея подготовки, сертификации, продавать вот что-то. Конечно. Это сложно? Конечно, сложно. Конечно, сложно, потому что, во-первых, нужно знать сферу туда, куда ты идешь, да, именно зарабатывать, потому что, ну, даже в оффлайн бизнесе нужно знать ту сферу рынка, куда ты, ну, где-то открываешь свой бизнес. Как индивидуальные предприниматели все или как? С 2005 года.
Более того, у меня онлайн-школа привязана к этой площадке Проданус. Она интегрирована с онлайн-кассой, поэтому там все Ну, у всех так, у меня так же. Да. У меня также, плюс можно еще добавить то, что те, кто занимается образованием дополнительным детей и взрослых, они могут оформить патент на образование. То есть, ну, по сути, это образовательные услуги. Да. Да. Или, ну вот, хотя коучинг, это, наверное, не совсем образовательные услуги, да? И образовательные услуги, и в моем случае, ну да, как коучинг, я веду еще людей, как мотиватор, да, то есть идет еще онлайн-клуб, ну, то есть человек все равно получает постоянную вот поддержку. А вот эти вот онлайн-марафоны, вот это вот, вот эти Ну, истории. я как психолог скажу, что марафоны, они наоборот человека больше загоняют. Это информационно-консультационная услуга считается именно в налоговой трактовке. К консалтингу больше Да. относится, да. Нет, а вот вообще просто вот отношение Я, к марафонам. я объясню, да, вот здесь, почему бывают и плохие инфоуслуги, и хорошие, да? Ага. Вот Вот, я- чем отличается плохая инфоуслуга Да, от вот хорошей? мы Давайте вот так. недавно проводили форум для экспертов также, где вот Мария была, и там вот мы обсудили 7 этапов есть. Сначала, в первый этап, это эксперт должен набраться где-то опыта, либо обучиться, либо самому пройти этот путь. Например, стать маркетологом, предпринимателем и так далее. Потом второй этап, это на основе своей методики проконсультировать хотя бы бесплатно 10 человек. И потом в третий этап уже на платной основе консультировать людей, чтобы они достигали результатов. И только после этого брать на наставничество индивидуальное. 10 человек, например, и им оказать хорошую услугу. И только после этого запускать какие-то малые группы, а потом уже большие группы. И многие просто вот сразу хотят перескочить, не проходя опыт индивидуального консультирования, и достижения результатов, сразу хотят больших денег, вот сейчас обучают этому большие деньги, и сразу перескакивают на большие курсы. Это, конечно, легко кажется, и вот особенно те, кто с большой аудиторией, блогеры, артисты, они сразу запускают, а у них личного контакта с человеком не было. А нужно колоссальный опыт пройти перед тем, как пустить это как образовательные услуги. Нужно пройти 100 человек, 1000 человек, именно лично проконсультировать, только потом на основе этого делать какую-то методику, которая более-менее универсально стандартизирована. И мне кажется, просто сейчас люди слишком спешат и хотят сразу больших денег, а нужно вот пройти, мне кажется, все этапы и качественно пройти. И тогда будет всем хорошо. И клиентам, заказчикам услуг, и исполнителям, и вообще в целом будет качество услуг хорошее. Ну, вы Я так хорошую считаю. тему задали, как отличить хорошую услугу от плохой. Да? Давайте по вашему мнению, как вот, каждый коротко. Когда человек может подумать, то, что услуга была плохой, когда он смотрит прогрев, да, это же так называется, да, и ему обещают кучу денег, успех, окружение, вот, Да, успешный за успех, короткое- сбычу за всех короткое мечт. время. Ага. Да, и человек просто на это ведется, при этом он не ставит каких-то своих личных целей. Он думает, что у него вот просто он придет туда, и это на него все свалится. Потом это не сваливается, потому что все наши результаты зависят от наших действий, и он потом говорит, все вокруг инфо-цыгане. И вообще, как вы думаете, да, вопрос всем, кто виноват в том, что вот сейчас там все, кому не попадя, все предлагают свои услуги? На ком лежит ответственность? Еще раз вопрос. Почему сейчас так много, ну я не хочу говорить про коллег инфо-цыгане, но почему сейчас так много образовательных вот продуктов? То, что как раз Джулустан сказал, люди видят там деньги. То есть они всего остального большого труда не видят, да? Они кажется, что результат, ну, быстрые деньги. Ага, и поэтому туда окунаются, и на самом деле это не только там деньги, да, там очень большой груз ответственности, во-первых. Во-вторых, вот тоже, как сказал, там опыт большой должен быть еще куча всего, человек должен еще Ну, и уметь. все коротко, у нас еще буквально по 30 секунд И каждому высказаться, тем, кто еще не высказался. Поэтому, когда люди видят только там деньги, Ага, Кюл вот, Ботаровна, пожалуйста, у нас время подходит к концу. И я думаю, что основной критерий – это когда полученный результат не экологичен для человека и для его окружения. Ну, я так смотрю. Очень понятная, короткая, ясная формулировка. Рита? Я абсолютно согласна с тем, что в первую очередь нужно обращать и на правильность оформления всей документации, нормативно-правовых актов и так далее. Да? То есть нужно соблюдать вот эти все, проверять, вернее, точнее, все эти правила. И человек должен сам самостоятельно заботиться о своей безопасности. Тогда вот та экологичность как раз она будет работать.
Мгм. Ну что ж, на этой, в общем, ноте спасибо вам большое, что пришли, обсудили. Тема была интересная. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.